Вы смотрите очередной выпуск «На страже», в студии Вера Макарова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Пострадавших 25, сумма ущерба 21 миллион. Вынесен приговор группе мошенников с недвижимостью. Мешал выпивать. В Якутске осуждена женщина, сбросившая ребенка с балкона второго этажа. Оставить без изменения. В Верховном суде республики рассмотрена апелляционная жалоба экс-министра внутренних дел. Поймался на взятке. Возбуждено уголовное дело в отношении главы поселка Усьмая. Трагедия на Колыме. Следователи возбудили уголовное дело по причине смерти по неосторожности. Наезд на канализационный люк. Кто возместит ущерб, причиненного автомобилю в результате дорожно-транспортного происшествия? А теперь обо всем подробнее. Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении известного в криминальных кругах Евгения Кима и двух его подельников, обвиняемых в совершении ряда преступлений, связанных с мошенничеством с недвижимостью. Установлено, что 38-летний подсудимый Ким, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение корыстных преступлений, не имея собственного жилья и постоянного заработка, в период с 2013 года по апрель 2015 года совершил 18 эпизодов преступных действий в сфере недвижимости, а также угрозу убийством. Будучи склонным к лидерству, к совершению части преступлений, привлек свою сожительницу, ранее судимого брата и знакомого. В 2013 году подсудимый Ким познакомился с девушкой, в дальнейшем воспользовался ее доверительным отношением, продал ее квартиру, а вырученные деньги обратил в свою пользу. Также подсудимый Ким совместно с членами созданной им группы незаконно приобрели права на 3 квартиры, которые были выделены государством по программе поддержки детей-сирот. При этом в отношении одного из них для приобретения прав на его квартиру Ким угрожал, используя в качестве оружия свою собаку породы немецкая овчарка и арбалет. Впоследствии указанные квартиры неоднократно выставлялись на продажу, в аренду, с лицами, изъявившими желание, составлялись договоры и после получения денежных средств отказывались от дальнейшего исполнения договорных обязательств. То есть указанные действия изначально выдавались под видом гражданско-правовых отношений. При этом одним из покупателей, пожелавшим вернуть свои денежные средства, лидер группы угрожал убийством, наставляя пистолет. Данные угрозы потерпевшим были восприняты как реальные и осуществимые. Также от действий данной группы лиц пострадали 2 одиноких пенсионера, один из которых на старости лет остался без жилья и земельного участка на территории города Якутска. Решением Якутского городского суда организатор группы Евгений Ким признан виновным в совершении 11 эпизодов преступлений по мошенничеству, 5 эпизодов по организации мошенничества, по 1 эпизоду по покушению на мошенничество, по вымогательству, по угрозе убийством и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его 36-летний брат признан виновным в совершении мошенничества и с учетом сотрудничества со следствием приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его 29-летний знакомый признан виновным в совершении 3 преступлений по мошенничеству и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его сожительница, совершавшая преступление по предварительному сговору с осужденными, ранее признана приговором Якутского городского суда виновной в совершении 15 преступлений по мошенничеству и покушению на мошенничество. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Осенью прошлого года в городе Якутске произошел вопиющий случай. 50-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросила ребенка с балкона 2-го этажа. Следствием и судом установлено, что вечером 23 сентября 2017 года обвиняемая распивала спиртные напитки со своей знакомой, которая находилась у нее дома с 5-летним сыном. Мальчик начал капризничать и проситься домой, чем мешал подсудимой распивать спиртные напитки с его матерью. Злоумышленница взяла ребенка на руки, вышла на балкон кухни и, перекинув мальчика через бордюр балкона, сбросила его с высоты 2-го этажа. Удар о землю при падении смягчили кусты. Ребенок получил ссадины, ушибы и кровоподтеки. Позже следователи установили, что высота, с которой был сброшен ребенок, составляет 6 метров 50 сантиметров. Подозреваемая сразу была задержана и в последующем помещена под стражу. Свою вину в совершенном преступлении она не признала, сообщив следователю об отсутствии намерения убивать ребенка. Обвиняемая придерживалась версии о якобы неудачной игре с мальчиком. Однако следователям собраны доказательства, которые подтвердили ее умысел, направленный на лишение мальчика жизни. Приговором Якутского городского суда от 2 июля текущего года подсудимая признана виновной в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.
и приговорена к наказанию в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Мать мальчика была подвергнута административному наказанию. В предыдущих выпусках мы сообщали о том, что Якутским городским судом был вынесен приговор в отношении бывшего министра внутренних дел по республике Якова Стахова. Приговором суда от 7 мая текущего года экс-министр был признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере и приговорен к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев без штрафа. Кроме того, бывший министр был лишен специального звания генерал-майор полиции. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Республики, 3 июля Верховным судом рассмотрены апелляционные жалобы Якова Стахова и его адвокатов на приговор Якутского городского суда от 7 мая. В апелляционной жалобе осужденный Стахов просил отменить приговор суда как незаконный. Адвокаты осужденного также просили отменить приговор суда и оправдать осужденного, считая, что в действиях Стахова отсутствует состав преступления. Изучив материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики определила приговор Якутского городского суда оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. Судебное заседание проведено посредством видеоконференц-связи. Руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия Александром Заболиченко возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования поселок Усть-Мая Дмитрия Тамтосова по подозрению в получении взятки в крупном размере, сопряженной с вымогательством. По данным следствия, в 2016 году глава получил от одного из индивидуальных предпринимателей взятку в сумме 1 миллиона рублей за осуществление выплаты по муниципальному контракту на сумму 75 миллионов рублей, заключенному для приобретения домов для жителей поселка Усть-Мая по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как полагает следствие, глава под различными предлогами оттягивал сроки подписания документов на уплату за строительство жилого сектора, тем самым вымогая денежные средства у индивидуального предпринимателя. Глава задержан. 3 июля текущего года ему предъявлено обвинение. Вину в совершенном преступлении он признал. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой республики. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет Управление Федеральной службы безопасности России по Республике Саха-Якутия. Напомним, что расследуется уголовное дело еще и в отношении бывшего главы Усть-Майского района Юрия Боярского, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. 1 июля на реке Колыма произошла трагедия. По вине пьяных взрослых людей погиб 3-летний ребенок. По данному факту Колымским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности. По данным следствия, 1 июля текущего года компания из 6 человек, в том числе 3-летнего мальчика, каталась на моторной лодке «Крым» по реке Колыма. Во время катания около 20 часов в нарушение действующих правил и требований безопасности ребенка посадили за руль маломерного судна, после чего произошло опрокидывание лодки. После происшествия взрослые пассажиры сумели спастись. Ребенка сразу после случившегося найти не удалось. Следует отметить, что все взрослые в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Житель города Якутска обратился в суд с иском к окружной администрации города Якутска о взыскании материального ущерба, причиненного его автомобилю в результате дорожно-транспортного происшествия. Он, полагая, что собственником дороги является орган местного самоуправления и вред, причиненный его автомобилю, подлежит взысканию с мэрии Якутска, просил возместить ущерб. Как установлено судом, улица Севастопольская передана в муниципальную собственность города Якутска. Истец совершил наезд на канализационный люк, выступающий над поверхностью дорожного полотна на 12 сантиметров, в результате чего автомобиль получил механические повреждения. Производство по делу об административном правонарушении в отношении истца прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Исследовав в ходе судебного разбирательства доказательства по делу, принимая во внимание, что обязанность по содержанию, обслуживанию и ремонту участка дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, возложена на орган местного самоуправления. Суд пришел к выводу, что окружная администрация города Якутска должна нести ответственность за вред, причиненный истцу. Исковые требования были удовлетворены судом частично. С выводом Якутского городского суда согласился Верховный суд, оставив после апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции без изменения.
На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели итоговый обзор на страже. С вами была Вера Макарова. И помните, за каждое преступление наступит наказание.